Вы коснулись звания юриста Таланта Мамытова. Давайте о звании Камчия Ташиева поговорим. За что, по вашему мнению, он получил Батыра? Друг. Друг. Ведь не зря же, сколько лет назад было сказано, в Кыргызстане лучше быть доссекретарем, чем госсекретарем. Было такое? Было. Вот отсюда и делайте выводы. Ну как-то же надо совесть иметь, Ой. чтобы вот так вот в лицо раз и звание. В самом начале нашего разговора я же говорил, что общество, если не контролирует, я же приводил пример из истории императора Калигулы, римского императора, который назначил своего коня сенатором. Так? Этот конь принимал участие в заседании Сената? Принимал. Находился в зале заседания Сената? Находился. Хотя был привязан. Какая разница? У нас тоже привязанные сидят. Так? Скажут всем собраться, соберутся. Скажут всем выступить, выступят. Вот тем самым Калигула не хотел возвеличить авторитет своего коня. Он просто дал понять, указал место каждому сенатору, что я на тебя обращаюсь как на своего коня. Вот так, к сожалению, очень заслуженные люди сегодня уравнялись. Вот когда дает народный поэт, да, народный писатель, вот теперь можете себя в один ряд поставить Чингиза Айтматова, Төлегена Касымбекова, да, Касымалы Жантөшева, да, классиков, в один ряд с сегодняшними народными писателями. Разве можно ставить Алыкулова Осмонова, Жомарта Бөкөнбаева, Жолона Мамытова, да, и классиков Шукурбека Бешеналиева, Байдылда Сарногоева? Вот с сегодняшними народными поэтами разве можно? Или даже не народный, он народный не получил, Рыспай Абдыкадыров. Он заслуженный артист. А сегодняшние народные артисты? Как вы на это смотрите? Как можно стать народным артистом Кыргызской республики Сүймөнкулу Чокморова и Болоту Бешеналиева, да? И сегодняшним народным артистом? Как? За какие роли? То же самое звание. Генералы выдаются, там, присваиваются, там, героями становятся. За что? За что? За какие заслуги? Это, конечно, удар по государственности, по понятиям. Знаете, государство и государственное должно быть нечто святое. Да? Какая-то секретность должна быть, какая-то святость должна быть, сакральность. А у нас все сакральности утеряны. Вот общество, которое не имеет таких святых каких-то там понятий, это очень опасное общество. Сегодня одно говоришь, раз поворачивается туда, появляется другой человек, говорит о другом, он тут же разворачивается в эту сторону. Вот это вот самостоятельное мышление, самостоятельно размышлять, самостоятельно оценивать ситуацию и делать самостоятельные выводы не дано. Потому что столько фейков работает, причем сознательно работает. Как в свое время Садыр Джапаров хвастался, что он, сидя там, создал сколько там аккаунтов. Я даже этого слова не знал. Вот. Более 1000, по-моему. Вот, пожалуйста. А в каждом аккаунте, говорит, сидят по 25 человек. А сегодня даже не 25 человек сидит, сегодня один человек сидит от имени 25. Они на этом зарабатывают. Это самое страшное явление, это информационная безопасность. Сегодня у нас население не верит ни одной информации. Пусть это даже трижды проверенная и правдивая информация, они говорят фейк. Вот как вчера золото, да? Пресс-секретарь говорит, это 16-го года. 16-го года Сабыр Джапаров не то что оказаться там в этом заводе, он не мог оказаться даже в Турции. Мы же понимаем. А потом говорят, нет, это было так, это было. А потом его же советник говорит, нет, это мороженое. Вы знаете, вот
как раз это яркий пример того, что нету сакральности власти. Нет. Потеряно. Мы все растоптали. Мы все выровняли. Что академик, да, что абсолютно не имеющий образования, безграмотные, одинаково ведут себя. И этот человек, который не имеет никакого образования, может запросто задавить академика, и народ будет аплодировать. Аплодировать будет, что он его задавил. В силу своего нахальства. Академик может проиграть. В силу своей культурности. Вы понимаете? Согласны со мной? Да. Даже на улице, если какой-то более-менее известный человек идет, на него, скажем, придираются пьяные достаточно люди. Если он их оскорбил, они закричали, народ собрался, этого известного знаменитого человека будет осуждать. Вот такие ценности у нас сегодня в Кыргызстане.